Sveiki, draugie lietuviai! Su jumis Мар'яна. Привітання, сябри, з вами Мар'яна. Я скончила, ура, усі частки нашої вандровки у Таллін. Вельмі запрашаю і вельмі раю вам паглядзець усе часткі. На мой погляд, яны ўсе вельмі цікавыя. Я спецыяльна рабіла іх невялікімі, адносна невялікімі, каб не былі доўгімі, але яны як-то самі па логіке распадаліся вельмі добра на какие-то часткі. Такім чынам атрымалася аж 12 частак. Я хочу зараз как бы прорефлексировать ужо мою працу і зноў пра Таллін пасля таго, як я парабіла гэтае відэа. Таму што ў мяне зноў узніклі какие-то думкі, штосьці захацелася сказаць. Ну, акрамя таго, што мне доўга часу мне заняла, таму што іншыя ёсць справы, і зараз лета, хочацца кудысьці схадзіць, адпачываць, пазагараць, наведаць штосьці, пагуляць. І немагчыма сидзець увесь час толькі рабіць гэтае відэа. І я вось паміж... яшчэ пачаўся же мундыяль, чэмпіянат свету па футболе, і таксама мы так краем глаза, я таксама гляжу. Мы з мужем Олегом па вечарах глядзім, накрываем палянку. Это такое как бы семейная таксама падзея, далучыцца да ўсіх людзей, якія глядзяць ва ўсім свеце, і гэта цікава адчуць сябе часткай свету. Ну, я вось знаходзіла гэты час рабіць гэтыя часткі пра Таллін. І зноўку, калі я раблю, я перажываю нашу вандроўку. Адна справа, калі ты там пабываў, і ты там быў, а іншая справа, калі ты ўжо глядзіш то, што ты адсняў, і ты як бы быццам зноў гэта ўсё перажываеш, узгадваеш. Дарэчы, я ў некаторыя моманты нават ужо вулачкі забыла. А калі я пабачыла, дзе мы ішлі, вау, сапраўды узгадала і тое, і тое, і тое. Ну, і мне, ведаеце, самое цікавае, што калі я гляжу свае же відэа, я бывае рассмеюся над самой же сабой же. Як што там ляпну, як што скажу там, ну так мне становіцца смешна. Напішыце ў каментарах, можа вы, калі глядзіце таксама дзесьці, хоць усміхнуліся, калі глядзіце маё відэа, альбо нават засмяяліся, альбо і я такая весёлая, смешлівая. Ну, я заўсёды мне шмат у якія моманты жыцця, нават калі я слухаю сур'ёзных палітычных каких-нибудь палітолагаў, аналізатараў, ну я просто смяюся, ну, мне смешна. Ну, у тым ліку і калі я сама сябе чую, я таксама смяюся. І вось это было одно, што мне вот смешна, што я там казала. Яшчэ я звярнула ўвагу на тое, што я увесь час клеймю пазорам эти все рэлігіёзныя всякие эти будынкі, як рэлігіёзныя. І вось трэба хадзіць па іх, заходзіць, наведваць там. Ай-яй-яйка, якія яны, якія-нибудь пабудаваныя, там то звонку, то ўнутры. І сапраўды, мне это не дадае задавальнення, радасці, захаплення. Якія там калёны, якія там паталкі, якія люстры, якія кресты, крыжы і гэтак далей.
Ну, вот калі штосьці цікавае, какая-то легенда или штосьці, ну, это вот цікава, там, какое-то, может, место такое, ось мы не ведали, а там зараз заведаліся, что, оказывается, в этом Домском соборе там есть цікавый нюанс, одно место есть цікавое. Але зараз мы ведаем з Олегом, а тады не ведали. А я бы обов'язково зняла и вам показала. Ось такие я люблю. И я больше люблю еще вулочки, эти муры, эти вежи, вот так вот все по ним идти, подмечать какие-то дробязи и людей. Ну, мне вот это подобается больше, чем чисто релігіозна і йти туди, як от ай-яй-яй, хтось похований. Ой, пробачте, але я про поховання вже, мені вот тут уже. Ну, життя не у похованнях. Ну, да, ёсць спецыяльныя дні, калі ідзі наведай все похаванні і гэтак далей. Ну, здесь, ну, конечно, можно ведать, можно поглядеть. Я ж не кажу, коли ласка, там, той похованы, там похованы. Ну, поглядели, але не концентроваться, там, целые экскурсии. Вот этот вот, там, православный этот великий собор, прям и целые эти экскурсии, какие-то японцы, экскурсоводы, и стоят по 20 хвилин, и штосьці про його розповідають, і вони стоять, слухають. І я упевнена, що 99,9% слухачів вот этих екскурсій роблять вигляд, що їм гэта цікаво. Ну не цікаво гэта людям. Людям цікаво погулять, походить, поглядеть, пофотографоваться, на Ратушной площади посидеть, ноги протянуть, отпочить, пойти в кафешку поесть, посидеть, попить пивка, коли это особливо спекотно. Людям вот это все подобается. Свежее поветра, солнечный свет, светло. Ось, они эти тусклые, там, где шепотом трэба размаўляць. І я з гэтым ніколі не смирюся. Я люблю і разумею і бачу такое выкарыстанне гэтых будынкаў, як канцэртных заляў. Ось, альбо як музеяў. Ну, ось музей куди, ну, вот сходить туди. Але ось вот это, но, але, паколькі існуюць яшчэ шмат людзей, якія прыходзяць на гэтыя службы, якія давяраюць гэтым мошенникам царкоўным, якія іх аблапошваюць, якім вешаюць лапшу на уши. Ну, калі шмат такіх яшчэ людзей, ну, гэта іх права, это іх праблема. Хай ходзяць. Но меня порадовало тое, что калі мы ходили, куды б не сунешься, по-перше, меня возмущает, мне не сподобалося, что 5 евро за вход. Только как бы зайти поглядеть. Это вообще, это вот, ну это уже не по-религиозному, не по-нашему, не по-бразильски. Ну что это так? Ну куды не зойдешь, паўсюль пусто, гола, слава Богу, никого нема. Люди все там, где життё, там, где цікаво. Ось и я так. Там, где життё. А вот это все смерть, похование. И я это весь час скажу. И я не отрекаюсь от гэтых слова. И мне усё роўна, што гледачы гэтых відэо про мяне падумаюць и гэтак далей, или скажут: ах, яна, ах, такая-сякая безбожница. От меня отскакивает это, поверьте. Можете, знаете, як у том анекдоте, что один другому каже: а вы знаете, что они про вас говорят, когда вас нет? А он улыбнулся и говорит: передайте им, что когда меня нет, они меня могут даже бить. Мне это так подобается. Так что вы можете меня нават бить, нават просто знішчыць. Вось, можете казаць што заўгодна, але я кремень у некаторых пытаннях палітычных, рэлігіёзных,
сексуальной ориентации. Я кремень у таких питаннях. И от меня отскакивает все как мячик от стенки. Можете, что хотите. Тому я протягиваю казать и не отрекаюсь от тих своих слов у відео. Это вот одно. Але я не гэта хотел зараз сказать у своей рефлексии после моих відео, коли их зробила. Мне подобається, что у меня у кожной частцы классные обложки я зробила. Коли вы не ведаете, вот эта вот заставка, аватарка, да, я называю ее обложка. И коли вот, это моя фишка, коли открываете, вы нажимаете глядеть видео, первым делом я некоторый час показываю эту же аватарку, эту же обложку. Чему я так роблю? Я так роблю тому, что кто не поспел там на видео разглядеть, яны могут еще раз здесь уважливо поглядеть. Потому что у каждой обложки столько уложено труда. Вот один хлопец у Ютубе, такий завзятий ютубер, який робить відео, він казав, я над кожною обложкою, ось этой, они называют это превьюшка, превью. Ну, мне не подобається, я не згодна. Превью. Это обложка, это аватарка, может. Ну, аватарка не совсем, да, обложка. Дык вось, ён каже, я некалькі дзён меня займае зрабіць вот такую обложку, аватарку, превьюшку. А у мяне некалькі гадзінаў займае. Калі вы думаете, что так все просто. И шрифты гэты, и все. Это специальная такая тонкая ювелирная праца, якая патрабуе навыков, skills. Мне хочется сказать, что ну зраби так, как я. Коли ты таки умный, альбо ты не ценишь это, давай, камон, бейби, открывай свой канал. Я погляжу, как ты его сможешь открыть спочатку, организовать, разобраться, как его там все дейничає, а потом як туди заливать, як снять видео, як его адмонтажировать, як его зробить конфетку от першого секунды до апошней. Як это монтаж и все зробить. А коли музычка еще, как наложить эту музычку, чтобы тютелька в тютельку, все вот так, все титры, все. И когда это будет уже проект готовый, конфетка, в обложке, все. И потом, як ты сможешь залить на канал, все это организовать, все это оформить, так, чтобы вот уже глядач побачив. І так кожний блогер, кожний, у кого канал, хто робить відео, яны всі молодці. Яны всі, у них буває команди працюють. От, наприклад, Ігор Яковенко не скриває. І він тільки ля-ля-ля-ля-ля-ля. А все вот это технічне йому робить 2 или 3 з ним в команді працюють хлопці. Ось. І так шмат хто. Им помогают и свет поставить, и все, и смонтировать. А я все роблю, например, одна. Мне никто не допомагает. И до всех года хожу одна. И моя кожная обложка, это так само праца. Вот я это хочу сказать, чтобы вы ценили. У меня вот про Таллин, коли мы возьмем все 12 часток, там на кожной обложке отражено то, про что я там будет у этой частцы. У меня отражены обов'язково и Олежка, и я, и ще хтось навіть был. И головне, какие-то виды Таллина. Ось. И причем не просто какие-то, а менавіта ось какие-то важные славутости, альбо месцы, альбо моменты. И гэта трэба так само бачить и оценить. Не кажу уже внутри. Значит, что тычется внутри моих видео, як гэта я раблю. Я раблю свои видео, куды бы мы ни поехали,
І як бы мы, ну, как сказать, не рыхтаваліся да гэтай вандроўкі. Ну, напрыклад, калі ў Трака ездзілі, мы даведваліся, што там і як, якія асноўныя славутасці. Калі ў Рыгу ездзілі, і калі ў Таллін, мы крыху рыхтаваліся. І, дарэчы, папутна хочу сказаць, я сама чытаць не магу, таму матэрыялы, якія звязаны з чытаннем, з фактамі, я пересылаю Олежке и даю ему, як наставница, хатнее задание. Подрыхтуйся, подрыхтуй информацию, потом, коли будем там, відео, ты будешь это распавядать. Але ён не вельмі радзівы вучань у мяне. Ён чытае, але ён не дасканала падрыхтоўваецца і не вельмі добра памятае, блытае потым даты, лічбы і гэтак далей. Мяне гэта засмучвае. Але я, паколькі сама не чытала, не падрыхтавалася, я не ведаю, як падправіць. Бывае, я падпраўляю, калі ведаю. А калі не ведаю, на яго спадзявалася, а ён, ну так, і атрымоўваецца так, як атрымоўваецца. Што ён скажа, то і скажа. Але я хочу сказаць, ні ў якім разе ни я, ни Олег, мы не ставим такой мэты быть вашими такими профессийными гидами, экскурсоводами. Я не ставлю такой мэты вам робить такие виды, где мы будем научно, подрыхтовано, все правильно, красиво, пригоже и правильно, вот так вот распавядать, в таком-то стагоддзі это было побудовано, потом он там попал под пожар, потом его там отреставрировали, потом открыли, закрыли, побудовали, архитектор такие-то, там это такой. Не чакайте нават. У мяне прынцып такі, тое, про што мы даведались и будем ведать, мы с задавальненнем поделимся и скажем вам, например, там стагоддзе, альбо колькі весіць, альбо якой вышыні там башня, вежа и гэтак далей. Калі будем ведаць. Калі не, я пою то, что вижу. Вот то, что бачу, иду, здымаю, про что бачу, про то и пою. Просто комментую это, то, что вочыкі бачаць, то ротик и кажа. Жанр моих видео это home видео, домашнее видео. Мы ніякие не экскурсоводы, ни гиды не збираемся поставлять видео научные про той или иной город, место, вообще, лишь бы что. Вулица. Я здымаю и все. Вот скажу то, что лічу потребным и магчымым. И мне здаецца, что вот калі я бачу такие виды в Ютубе, калі живые люди, просто люди, не какие-то профессионалы, и слишком монтируют уже, прям вот это чин, все четко, все там такими кавалочками. Я такое не люблю. Я люблю идти, сдымать, чтобы была вот такая движуха, руханье было бачно, поворотик, туды-сюды. И то я обрезаю, бывает, и потом соединяю. И калі я бачу сама такие виды на Ютубе, мне такие живые виды, хоум-виды, знятые людьми, вот так, мне самой больше цікаво глядеть, и что там будет дальше. И яшчэ, я зауважила, что калі я гляжу якоеś відео, знятое нават такое живенькое, живым человеком, ён ідзе, здымае, и так все добра, але ён маўчыць и не кажа каментароў, нічога ввогуле не кажа, это все роўна, як, ведаеце, параўнаць, як назіраць хоккейны, альбо футбольны, альбо баскетбольны любы матч без комментатора. Ну и что? Ну вот зеленое поле. Вот зараз идет мундиаль. Мы глядим.
навіть іде гук со стадіона, да? Там трибуни, да? Ну нема коментатора, і ти просто глядиш картинку. Ну ти ж бачиш, який ігрок, куди побіг, хто взяв м'яч, там, куди він як віддав пас, туди-сюди, удар угловой, і так далі. А коментатор при гэтым нічого не каже, наприклад. Ну, які? Буде цікаво вам глядіти такі матчі? Ну, конечно, нет, потому что мы так устроены. Нам треба, как был комментарий. Что отбывается, что это, где это, как это. И тому мне подобается, коли у відео человек ідзе здымае и параллельно комментуя. Вот где он идет, что он здымае. Нават коли лишь бы что каже. Вот такую же шуточку там это, пожартовал, какой-нибудь прикольчик. Вот. Але ты слухаешь, и это больше цікаво. Я сужу по себе, покольки для меня так, я и роблю так. И не претендую ни на красоту мовы, речи, сложноподчиненные сказы, соединенные, знаете, мальчик бежал, подпрыгивая. И там, где причастные обороты, соединенные сказы, и все вельми пригоже. Это подрыхтованная, написанная речь, как сказать, речь по-белорусски неправильная, промова, якую вы выучили наизусть, и потом идете и рассказываете. Я так ніколи не робила усё свое жыццё. І ніколи не буду гэтага рабіць. Мне гэта не цікава. І, дарэчы, все інтэрв'ю, вот эти падрыхтаваныя, калі сур'ёзна браць, все эти інтэрв'ю, где журналист все загадзя даў пытанні, человек, ведая, про что его спытаюць, уже подрыхтовал все отказы, этот задае пытанне, все это бачно. Все это body language, то, как человек отказывает. Бачно, что все было загодя уже вядома, отрепетировано, и все. Ну, мне скучно, хуже таких интервью я в огуле. Заформализованное, подрыхтованное, выученное наизусть, все откупюрированное. Я николи не гляжу такие и не буду, и мне это просто... А тем больше, когда это живые хоум-відео. И яшчэ чему я так не буду робить и не роблю? Потому что и так, помимо меня, у Ютубе есть масса видео, вот менавіта зробленых так, как я кажу, откупюрированных, отредактованных, подрыхтованных, текст весь подрыхтованный, научно, все рассказано. Нават про Таллин. Про Таллин існують такі добрые видео. И легенды старого Таллина, и старые вулочки старого Таллина, и там еще что-то, и загадки старого Таллина, и еще, и сучасный Таллин, и таки Таллин, и таки Таллин. Ну, я кажу про апошнюю нашу вандровку. И помимо меня, навошта я буду конкурировать, и что? Навошта мне это надо? Я вообще уникальная. Я ни с кем конкурировать не збиралась и не збираюсь. Я сама по себе, и кожный человек уникальный, кто робит свой контент, вот так, тем больше, просто авторский. Мы все уникальные, кожный по-своему. И у гэтым-то и классность. А что толку глядеть на заформализованные, однольковые такие видосики, такие интервьюсики, такое все это тын-тын-тын-тын. Вот. Поэтому вот это мне и подобается. И чтобы вы не чакали, и в будущее про любые места, які буду снимать, или что, где, николи не чекайте, ай-яй-яй, какой отстой, какие там бараны ходят и что-нибудь такое кажут. Мол,
поступаюць такія каментары, у меня каментароў вельмі мала, і я рада гэтаму, вельмі рада. Таму што, ну, как бы я разумею, што на кожны каментар трэба было б зрэагаваць і адказаць, штосьці напісаць. А мне няма часу, няма жадання. А паколькі каментароў вельмі мала, а не час ад часу, толькі 1-2 паступіць, то я, конечно, стараюсь адказваць. И рада, что их вот так, очень так мало. Даже нават критичные какие-то такие оскорбительные, ну, такие желающие там это, мне подобаются такие комментарии. Для меня это вызов подумать, как зреагировать и что отказать. Ось и все. Отточить свой отказ. Это ж классно. Ось. Тому я і сама люблю критикувати, і люблю... Просто ніхто мене не критикує. Критикуйте, коли ласка. Я чекаю, я провоцирую. Я всех провоцирую. Я всех подбухториваю. Я пытаюсь обудить людей, чтобы они были больше активны. А они наоборот, вообще ховаются у бульбу, альбо куди. И все, ни лайка, ни комментария, да ну ее нафиг, нет. Наоборот. I challenge you. Как вы не разумеете? А вы не разумеете. Ну, добре. Мне меньше працы тады реагировать на вашу критику. Значит, вось такие мои частки, не экскурсоводные, цікавые, глядите их. У кожной частки штосьці цікавенькое я вылавливаю, высматриваю, даже своим зроком, Олежка мне допомагає, подсказывая бывает. Там, я еще хочу сказать такое, могу прадбачыць, что некоторые такие, ведаете, такие вандроўнікі, які побывали в шмат где, и например, там, плавали на паромах, так? Ну, на пароме я плавала, пробачте, 4 разы. Праз Ла-Манш туды и обратно, Так что паромами, ладно, а ось круизный лайнер там сустракаецца у меня. И стоял там на рейде, и мы там гуляли с папусиком. Ну, так вось. А есть же такие, которые уже не один раз на круизных лайнерах катались. И такие вот. А мы такие, типа, ой, как Олежка каже, я упершыню ў жыцці, а ему 67, нам по 67. Он говорит, я нахожусь в морском порте. И я думаю, найдутся такие, якие, ой, блин, какая деревня, николи не бывала в морском порте. Такие, ну да, так сложилось. Мне не соромно, и ему не соромно. И что такого? И да, так, мы ніводнага разу не катались на круизном лайнере. Нам аднойчы была прапанова от одних людей с ими таким кагалом поехать на круизный лайнер. И яны хотели не тому, что они хотели с нами вандровать, а тому, что им треба было набрать 10 человек, и тогда скидка была, побольше скидка на каждый, билет, на каждого человека, коли вы таким кагалом у 10, им не хватало 2, они пропоновали нам. Я сказала, что? Да для меня вандровка с 2 это целая проблема. А я таким кагалом это раз, а по-другое, я вам скажу, вельми шчыра. Толькі промочу у горле. Вот, положа руку на сердце, без всякого лукавства, шчыра, я не ведаю чему, поехать у вандроўку, у круиз, будем так говорить, на круизном лайнере, я ніводной секунды не хочу, не хотела бы и ни за что не поеду. Могу патлумачыць чаму. Вот шмат людей, ай, круиз, вау.
ні за які гроші, навіть безплатно. Вот бесплатно поедьте на круїзний лайнері, ми вам оплатимо. Я відмовлюся. Могу потлумачити. Не уявляю собі, як можна собі добровольно помістити, навіть, коли он там 5-7 поверхов. Это ужас, это как бы заключить себе, як у турму. Ну хай это будет тиждень, да? То есть как бы в полон ты взятый. Все, ты не можешь, ты цалком залежиш ось от гэтага вот кораблю. Это раз. По-другое, я одразу уявляю себе, ну хорошо, добре, там каюта. Я просто чула от свояков, які туди там, потім, ой, так все прекрасно, а потім уже у них прорывалось, значить, ой, ти, які кагалом поїхали, глядите, там лифти. Возле лифта, представляете, яка масса людей, тысячи людей. И они туды-сюды, на лифт, то им туды, то им сюды. Ну там еще лестницы, наверное, и по лестницам, и по лифтам. Але, видите, с детьми, с колясками, с грудными, с малыми, пожилые, разные, и ты от них не можешь никуда деться. Уявляете себе, вы добровольно просто вот, и кожный день, вот так туды-сюда, на все питания, на все эти столовые, какие-то залы, кинозалы, придешь в бассейн, там все это, боже, все вот это вот ходишь, я не знаю, и куда деться, туда-сюда, кругом эти люди, кругом, ну никуда не спрячется, не деться, не уединиться, не сидеть в каюте, это раз, значит, вот это люди, которые плавали, они кажут, ой, ну мы домовлялись, они в разных каютах, сустракаемся каля лифту, покуль кожный прийде. У них уходила 1/3 часу, кожный день, уходила на то, как усім как-то сустреться, где-то собраться, только сустрелись, собрались, кто-то захотел пописать, кто-то захотел покакать, пошли туды-сюды, назад вернулись, пока там забыли что-то, пошли, взяли, эти все ждут, пока дождались лифта, пока туда, пока сюда. Это раз. Это, ось, увечері треба какие-то вечерние платья, где-то пойти, какие-то фотосессии, где-то на какой-то лестнице сфотографировать, выпендриваться один перед одним на променад, какой-нибудь кинозал, концерт или что. Какие-то массовики-затейники, я думаю, там эти, как всегда, как они называются, аниматоры працуют, да. И ты никуда, ну вот это вот все должен, вот это терпеть, вот это. Ты обмежеванный, ты как в полоне, ты в турме. И ты за это заплатишь, ой, шмат грошей, боже, этот персонал, эти каюты, тоже убирают, ладят, ой, я не могу. Потом, добре, коли, наприклад, штиль, добре, там, нема волн, нема хваляў, нема шторміка. Коли все ж таки ён ёсць, все ровно вот эта качка, вот это вот туды-сюды, оно отчувається. Але ты, и оно заўсёды, ты не можешь это, ага, ну оно часово, сейчас покачается, а потом перес, не, и ты ложишься спать. А ведь я, круїзні лайнери, яны, звичайно, ночь плывут из точки А в точку Б, из точки Б в точку С. И они, значит, менавіта ночью. Ты ложишься в каюте, и там все время динь-динь-динь-динь, вот этот вестибулярный аппарат, это все. О май гад, я уявляю себе, як это все, як все это люди вообще, навошта это им. И потом, третье, это вовле, это Михаил Светлов с бриллиантовой руки. Ведь у чым фишка всех этих круизов, да? У тым, что этот лайнер, прибывая сегодня здесь, завтра там, вот праз ночь. Раніцей позавтракали еще, и давайте валите с корабля. Все, мы прибыли у інший город, там свои, ось у Таллин, например. А там вот треба сойти с этого лайнера, то есть все собрать речи, что тебе на цельный день, с детьми, сопливыми, всякими бабками, детками. Ага, значит, надо что?
заплечники, там это, что-то взять, все продумать, ля-ля-ля, на случай дождю, на случай сонця, що треба продумать на лайнере, с лайнера взять, и они так и делают, обслуживающий так и будет чекать. Давайте, 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 идите в город, все туда, все в сад, все глядеть славутости. Давайте, пошли, пошли, пошли. А мы за это время лайнер убираем. Вот мы прошлись перед лайнером. Там такой канализацией пахло. Я не ведаю, это просто немыслимо. Я не ведаю, как они быстро все там, конечно, вся команда, все, что они наели, это, все должны выкинуть, сметьте у каждом порте, я думаю. Как-то это все отработано, конечно. Ось почистить, как подрыхтовать, коли вернутся эти. Вот недаром так говорила. Михаил Светлов, 5 часов, чтобы все были уже на корабле. Ну, мы бачили, что гэтые шли позднее. Ось. И отплытье было, напевно, где-то... они нам сказали, мы же там поразмовляли по-ангельску с немцами. И они сказали, в 24 годины, 0 часов отплывая. Мы хотели почекать, коли мы там были, может быть, отплывание, они сказали, о, окей. Ось они там резвились. Это все были с лайнера, вот эти люди, яких мы посустракали там. Ось, и які нас фотографовали на литерах Таллин. Это были с круизного лайнера эти туристы, немцы. И, значит, выгоняют тебе. Значит, ты идешь в этот город, и у тебя как бы галопом по Европам. Вот надо взять Таллин. Ось один день, ну где ты, во-первых, есть физичные махчимости человека. Стомляться, натирать ноги, проголадываться, все. Сколько бы тебе лайнер не давал, там с раницы и до вот вечера можешь, да, ты просто ухандокаешься. И кольки ты сможешь поглядеть. Весь час ходить, как все поглядеть, ты просто уже физично, уже не доползешь назад до лайнера. Я по себе уже сужу. Ну ты стомляешься. Тому ты обмежеванный. Что если поглядишь? Это все галопом по Европам. Потом будет лечиться. Я побывал в Таллине, в Хельсинки, еще где-нибудь, Пярну, Варну, как тот Томас. Ось. И нигде толком. Да який сенс у этих круїзних вандровках, круїзних круїзах? Масло масляным это. Який сенс? Как галопом по Европам, вот, там не промчаться, а прошлюндать, проплыть. Причем ты в какой-то полукачке или як. И плюс вот с этими одними и теми же людьми ты обмежеванный, ты с ними уже. А ось коли почалась вот эта инфекция, еще какая-то почнется, да, отравление какое-нибудь, отручение, это самое, альбо какой-нибудь ковид там, черговый, а ты в полон взят. Ты просто находишься в полоне, ты в турме. И ты не можешь за борт сигануть и покинуть этот лайнер. Это я не ведаю. Просто из-за гэта ўсё яшчэ заплаціць вялікія грошы. І з сабой колькі трэба грошаў, каб у кожным горадзе пайсці і что-то тоже. І пакушаць где-то, і штосьці, сувеніры набыць, альбо какие-нибудь польты, шапки і сукенкі. Рэчы какие-нибудь. Ось, по крамах бегать. Тому для мяне я просто это все не бывае, паслухав крыху и там поглядела, вообще жыццёвы вопыт уже прожила жыццё. Я уяўляю себе ось такие круизные круизы. Просто не запронилый Бог. Ни за что бы не хотела. Я, конечно, погулять возле него. Я подыгрываю в кадре, конечно. Вау, круизный. Я работаю, я артистка, я сдымаю, я подыгрываю на публику. Я вот вам зараз секрет свой кажу. Ось, что часом я менавіта
конечно, играю на камеру. А як ще? А это не означает, что в реальности я думаю то же самое. Это не означает, не завсёды. Так буде правильно сказать. Ось. Тому, ну, о всяком разе, не, ось, что тычется таллинских, вот всех вот этого старого города, это шчиро, это шчиро. А вот этот лайнер, вау, мы лайнер, как будто мы уже, и такой, знаете, слюна такая зайздростью, мы бы хотели. Я не ведаю, як Олежка, хай он за себя отказывает, я не ведаю. Я кажу про себе, ну не на промилый Бог, нават за бесплатно, ні за, а з дітьми, молодые семьи, у яких дети, да еще и маленькие какие-нибудь. Ой, это подобно самоубийству какому-то. Это покутовать добровольным покутам. Но это я не разумею таких людей. Ось. Так что, да и сталых людей не разумею. Ну куди стали на этот круизный? И что там? Перемещаться с лестницы на лестницу, с лифта на лифт, с палубы на палубу, по каким-то пойти посидеть где-то. Да лепше в одно место приехать, заселиться в один отель какой-то нормальный, туды все речи там покинуть и ходить ось по одному и тому же городу, сегодня сюда сходим, сегодня туды, там в парке посидим, там пойдем покушаем в кафе, там пойдем покупаемся у моря. Ось так, вот это отпочинок, вообще это отпочинок. Для любых, для молодых, для старых, для сталых и так далее. Но круизный лайнер, чтобы переплывать с точки А в точку Б, ой, блин, это ни за что. Вот это я хотела так сама поделиться таким своим, ну, сколь я поглядела, я хочу додать еще вот эту рефлексию. Ну и напоследок я хочу сказать про сам Таллин. Наконец-то про сам Таллин. Нет, это я в конце скажу. Значить так. Таким чином, до речі, я так само можу уявити собі, коли я з самого початку сказала, що ні Олег, ні я за все своє життя ми ні водного разу не були у Таллине. Мы едем туда упершиню, и мы вельми хотели уже давно поглядеть столицу Эстонии. И могу прадбачить и так уявить себе, что особливо белорусы, які, може, з савецьких часов, може, зараз, коли вже діаспорці тут живуть, яны шурують в этот Таллин туди-сюди, може, у Ригу, у Таллин, Варшаву, туди-сюди, они все, я не веду, откуда у них гроші і можливість так туди-сюди вандровать. Ну, але, може, ось у них так. И, конечно, они были уже 155 раз, альбо несколько разов в этом Таллине. А мы вось ни разу, нам по 67 годов. И могут навод посмеяться, вот дают. И тут уже кольки живут у Вильнюсе, уже только еще и не бывали. Да, не бывали, да, впершиню. Я абсолютно не соромлюсь это сказать. Но так сложилось в нашем житті. Ніколи мы еще при Советском Союзе в Вильнюсе были, у Ризе уже с 3 детками на Запорожце съездили. И с той вандровки даже в Юрмалу по берегу ходили, крыху памятую. А самой Риге ничего не памятаю. С детьми вот походили, а что это там, ничего не памятаю. В Вильнюс еще студентами ездили, ничего не памятаю толком. Потом с Олежкиной там с нами юности ездили, там с кем-то. В Тракае даже были, в какой-то бане парились. Боже, ну, 1/100, что-то такое мелькает, что-то такое в памяти. Ничего не памятаю. Вось так. А у Таллине вось ни разу. И уже навод и за этот час у Вильнюсе живем. Вось так,
Тому що у нас нема таких фінансових можливостей. І немає жадання. Я, оказывается, вот зробила таку виснову про себе. Я, оказывается, у принципе, не люблю вандровать. Для меня кудись съездить, это целое... У меня портится настрой уже, собственно, загодя. Ну, мне тяжко. Кудись собраться. Я Олежке кажу отсюда. Один раз до онука доехали и все. Ні в які Варшави, нікуди мене не тягне, не дай Бог, Злучені Штати, це вогулі. Ні в які. Я 3 рази була у Англії, була у Швейцарії, були ми в Парижі, була в Німеччині, де ще? У Польщі була ще в школьні годи. Ну, перший раз имею, да, от клуба інтернаціональної дружби у Варшаві. Нічого не пам'ятаю, нічого. А ось, і... Ну, здесь ще були, в Криму були, у Одесі. Но это одно дело, вот, в Турции были, ну, это были чисто мы в Турции, это не лечите, что побыли в Турции, это поехали, побыли у пляжа, на пляже покупались, пожили в отеле. Короче, для меня кожная вандровка – это целая проблема. Чем больше старейший я становлюсь, тем меньше жадания у меня кудись ездить. Меня цалком задовольняє ходить по Вильнюсу, здымать. Альбо раз на год вот у Палангу съездить. Я вельми полюбила Палангу, Балтийское море. Мне вельми подобається там парк. Я обожаю. Ось. И умеренный этот климат, ни жара, ничего, и у тым ліку море есть. Как бы все зайцы побиваются, все, что я люблю. Потому что я не купаюсь ни в реках, в озере купаюсь только там, где нема течения. Это озеро, але коли там бачное дно, прозрыстая вода, не илистое дно и бачный песочек. Тогда я там могу покупаться. А так я брезгую, я не могу. А реки я не люблю за течение, что может какая-то коряга там проплыть, что-нибудь коснуться моих ног. Все, я скончаюсь туда. Ось, и илистое дно, не песочное. Все, это... А море мне подобается, что там, вот Балтийск, там песочное дно, не каменистое, никакое, не илистое, не водоросли. Там зредку бывает. И тому я там люблю вельми. И мне хапае вот на несколько дён это собраться съездить. Вот так. И плюс еще тягом года можем еще кудись. Ось так. И мы так и робим. И, ну, нема же. Може, Олежка и хотел бы, але я кажу, езжай один. Ну, езжай один. Я не супрать. Я не обижусь. Но он не хочет без меня. Только разом, только разом. А разом я не хочу. Ось. И таким чином мы счастливенько себе живем. И никому не зайздростим, кто где ездит, кто куды. Хоть на Луну, на Марс улетайте. Меня вообще это не колыша. И так вот мы не бывали в Таллине. Ну и что? Ну, ось мы побывали. Але я хочу сказать наступное, что, глядите, зараз мы уже маем уявление, вот я, про 3 столицы балтийские. Вильнюс, Рига и Таллин. И могу их поравнать. А поравнать их могу только с пункту гледжання, могу и хочу вот старого города. Ось центра самого старого города. Потому что вот так ни у Ригу я не ведаю, ни Таллин. То, что мы побывали, это только вот так. И могу вам, была приємність здивленная. Ранее у меня про Таллин было, что вечно кажут, там всегда холодно, там всегда ветра, там всегда все холодно и ветра. Да, мы попали, и холодно было, и ветер. Але не в этом же, как бы, сермяжная правда. Но мы правильно решили, что поехали больше-меньше все ж таки не зимой. А ось коли взять старый город по утульности, по удобности хождения, смотрения,
класнасці. Шчыра кажу, без обид, дорогие літувей. На першае месца я ставлю менавіта Таллін. Стары горад у Талліне мне спадабаўся больш за ўсе 3 сталіцы. Першае. Гэта ратушная плошча. Мне вельмі спадабалася ў Талліне ратушная плошча. Аб'ясняць, тлумачу, чаму. Яна з усіх бакоў дамамі, тут ратушай, тут дамы, получается утульна, она вся. Няма машинных дорог, машины вакол і ўздоўж плошчы не ездзяць. І ось мы побачили, кафешки стояли, и мне вельмі сподобалось, что поставили вот эти драўляные скамейки, где можно полулежа, полусидя гэтым всем туристам прийти, релакснуться, посидеть, отпочить, почакать кагосьці. Не стоять, не обовязково сидеть, тогда иди в кафе уже, да, а там треба заказывать ежу. А вот без всяких обязательств. Просто и мы там, конечно, посидели, по полу лежали, пофотографовались, побалдекали. С задовольнением я провела час. И мне это вельмі подобается. Потому что на ратушной площади у Вильнюсе так не посидишь. Там есть скамеечки, но няма такого. А ратушная площадь у Рыгі, короче, для меня по ось так, на первом месте Таллин, на другим Вильнюс и на третьем Рига. Все. Это мое меркование. Ратушная площадь у Рыгі вообще вогуле не утульная, невеликая. Там некий помник огроменный стоит, половину перекрывая. Там вот ялина стояла, она какая-то... Но главное, тут какая-то ратуша, то балкон, тут это будинок с черчами. Ну, как-то так вот, она как-то под наклоном, мне сдается. И вот одна частка, она открытая такая, туда, к реке выходит. Там так само помник этим воинам, этим, латышским. Але из-за того, что вот здесь все открыто и выходит на раку, там дует, дьмуя такий ветер на эту рату. Она не утульна. Там, ну так, зайдите, все идут туда, да, ну, там где-то можно посидеть, мне сдается, какие-то скамеечки. Но недолго. Ось. И все так тусанутся и сыходят. Ну, не утульно. Где Крисмас, а потом где Домский собор, где это все как-то вот так вот, эти высокие дома, а тут так вот как-то все так на это, ну, старый город у Ризі мне не сподобался. Неутульные какие-то, да, так само вроде улочки, але мы мало походили, але, ну, тут сюда как-то, ну, не так. У Вильнюсе уже на кафедральной тоже не посидишь, там она для інших целей. Добрая площадь, але вот так нема уже таких ничего. Там для мероприемства и просто пустая площадь, так? Ну, концерты, ну, окей. Ось. Але вот старые, вот это вот пилис в улице, и такие вот вулочки туды-сюды, это вот кафешки, бульварчик там, вось там, скверик, ну, тоже утульно. И компактно. Недалеко все компактно, тому туристы вельмі любят вот у Вильнюс приехать и тусуются тут з усіх країн світу. Выходные провести, и усім подобается. Вот чисто вот так, туды-сюды посидеть, Стиклю улица очень так вельмі пригожая, ну, всякое такое, да. Но меньше как-то, меньше. Но первое место для меня это у Таллин. Таллин, есть и верхний этот, да, Томпи этот, и смотровые пляцовки города. Ну, нет такого в Вильнюсе. Ну, только из колокольни можно поглядеть, и из колокольни Янов. Ось. Ну, Три Крыжи, но это уже туды надо идти. Я маю на увазі тут, в старом городе. А у них можно вот с нижнего на верхний, тут все как-то рядом, тоже так все. И пляцовки, и плюс скверики, и этот розовый сад, там классно. И там эти вот
стена, вот эти муры, вот мур вот этот с этими вежами, и там это галерея, на ней можно посидеть, везде кафешечки можно, вот. Ай, поглядеть на крыши, эти дахи этого Таллина, вот эти червонные всякие, шпили эти, шмили, вот. Вот еще две мы смотровые побывали, классно. Но, а вот внизу, вот от самой ратушной, ну настолько классно. И тут дыволочка, еще дыволочка, и туда, и сюда. И все такие исторические. Одна в одну переходит, и вы так, и так, и так, и так, и так. И кругом так пригоже. Какие-то домы, кафешечки, какой-то там то колодец, то тут такса, то тут там еще, то там соборчик, то там это. Ой, это супер. Всем, кто еще не был в Таллине, раю. Но 9 годин сидели на автобусе. Нам раили полететь на самолете. Ой, вы что, и ж так, 3 годины, и кольки там 1,5, и вы там уже. Это ложное. А теперь уявіть собі. Спочатку, значить, треба собратися. Спочатку треба добратися до аеропорта, потом приехать за годину-две до самолета. Вы приезжаете и тратите до аэропорта, плюс година-две до посадки, контроль, бла-бла-бла. Потом садитесь, летите еще 1,5-2 годины. Потом туди прилетаете так само в аеропорт. И что? Из його так само треба добраться до вашего destination, вашего accommodation, то есть место проживания, где вы заказали готель. А готель лепше все так, чтобы было в шаговой доступности до старого города, до центра. Может, чтобы ходить туды-сюды. А так что? Вы при аэропортах бывают готели, але коли ви там спиніться, ви потім далеко, кожен раз на ночь туди пертеся в этот аэропорт. Это абсурд. Ось. Тому вам кажется, что на самолете худшей, але атрымоўваецца амаль тое ж самое по часе, але я самолетами боюсь, у меня фобия. Вот эти взлеты, посадки, пережить это все, это я вообще терпеть ненавижу. И и по-другому, ну и что, ты сел в самолет, перелетел, что ты побачил? А на автобусе, на тягнику нават, так само можно было бы, але тягника нет прямого, Вильнюс, Таллин нема. Треба доезжать до Латвии, по-моему, до Риги, и там менять тягник. Просто не просто он спынится, постоит и поедет далее. Нет. А треба брать речи и пересаживаться у інший тягник. Ну, это нормально? Нафига тогда тягник, коли треба пересаживаться с тягника в тягник? Ну, это что? И больше я хочу сказать, с тягника так шмат не побачишь. Он худше едет, как бы все мелькает. А на автобусе, да, вот 9 годин едет, але с припинками. У окно мы побачили и Литву, и Латвию, ландшафты, городишки, там все это, и Эстонию. И отримали уявление, як что выглядает, какие-то городки невеликие. Мне это вот все. И ты никуда не пересаживаешься. Как сел, все, в автобусе есть чай, кава, все, водичку дают бесплатно. Сидит туалет, есть припынки. И с собой мы взяли перекусить, и все. И едешь себе, едешь, и приедешь. Ну, это чудовно. Усім раю, так сказать, побывать в Таллине. Старый город там самый лепший. Из этих 3 я маю на увазі 3 столицы Балтии. Вильнюс я так само полюбила, он уже как такой родной город уже, такий, после Менску. Ну, а вот там так. И опошне, что хочу сказать, что в 12-й частке
Но мне як лёс дапамагае. Я, калі мы селі ў аўтобус, уже кажам, і в обратный шлях 9 гадзін, я, конечно, не все 9 гадзін здымала, ну, и крыху в автобусик сняла, и вперед, и назад, и за окнами, как выезжали Сталина, и как там потом это были Пярну или что там эти городки. А потом я вспомнила, что можно на ускоренную включить. Я думаю, о, проэкспериментую. Я включила и посидела, поздымала за окном. Вот это вот так худенько, да? Ну и эти кадры. И я подумала, ну вот я хочу выкористать эти кадры в конце, показать дорогу. Але ну что, я там уже амаль ничего не кажу, уже нечего казать, комментовать. Ну что, треба музычка какая-то. И я думаю, ну, наложу какую-нибудь музыку. Потом мне приходит такая, ага, ну мне треба какая-то эстонская. Я полезла, и вот как мне допомагає лёс. Кто ищет, тут завсюди знойде, да? Кто шукає. Так вот, я полезла, стала шукать. Я не буду казать свои секреты, як и где. И бах, нахожу эстонские всякие мелодии. И одну включаю, а там такое долгие вступления, такое, и опять а до этого была эстонская полька, ну, танец. И ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, думаю, ну, на что мне полька? Я наступную, пяум, а там, слушайте, этот, как его, тоже такой, и как бы долго. И я думаю, ну опять инструментальная полька какая-то. И хотела уже было выключить, уже переходить на иншу. А тут бах, и запевает голос. Это песня, оказывается, а не просто инструменталка. И он таки, ехал Томас там, ля-ля-ля-ля-ля. Я такая, опа, на русском. Потому что иншие какие-то, если песни эстонские, они все на эстонском языке. Так добро включить эстонскую песню на эстонской мове, послухать ее, але мы ничего не зразумеем, что они там поют, так? А тут на российской мове такой, значит, с акцентом эстонским. Ехал Томас, и Томас, жми на тормоз, все эстонцы любят скорость. Я такая слушаю, и смотрите, а у нас как раз я только что казалось, что мы садимся в автобус обратно, у нас адрес, это маршрут Таллин, Пярну, Рига, Вильнюс. И я еще скажу, Пярну, этот вот такой город. И что я слышу в песне? Ехал Томас, ехал Пярну, а попал в Варну. Я, что? В Пярну? И прям вот ехал в Пярну, как и мы. Вау! Потом ехал у Таллин. Я просто обалдела. Такая классная песня. Я ее как послухала, конечно, одразу спамповала. Але вот это вступление у меня было длинновато. Оно длится не на 8 счетов, а на 16. И я тогда взяла, я же мастер своего дела, я, конечно, загоняю специальную программу и редагую эту песню, отрезаю лишнее, у концы там так само зробила. Ну, короче, я роблю так, як мне треба. Ось, под моє відео. І потім перезаписала, наложила, надо уметь накладывать, тютелька в тютельку. И я это все зробила. И у концы все мои эти кадры, и автобус, и за окном, коли вот эти на хуткости, все пригодились, и так гучить у тему гэтая песня, якая убивает у всех зайцев. И эстонская песня, и про Эстонию, там и имя эстонское, и города гучать эстонские, и с акцентиком, але по-русски, каб мы разумели все ж таки про что. И веселенькая. Я вот так и думаю, мне нужна какая-то веселая песня, не лиричная, а вот что-то такое под поездку. И мне, як
як у моїм житті з моїм мужем, да, льос помог, і я з ним, у нас почалося кохання, так і тут. У конце, в 12 части, но для этого, конечно, так просто не бывает. Я предприняла меры, я пошла шукать, я ведаю, як шукать, де шукать. У меня уже отлаженные системы гэтыя, і калі вот так хто глядзіць мои відео, і я раблю камусь на дні нараджэння внукам, уже не первый раз люди отмечали, что я подбираю добрую музычку. У меня там в видео використовуються классные альбо музычка, альбо песни. Все ж таки сказывается, что крыху музыкальная я. Ось, так что атрымаліся все часткі гэтай про вандроўку Таллін вельмі добрыя, цікавыя, і я таки не разумею, чому, наприклад, одна частка мае менш праглядаў, а іншая больш. Я вот не ведаю, ад чаго гэта залежыць. Але я не засмучваюся, не плачу, что нету лайков, мало проглядов, ниводного комментару, альбо если поступил комментар какой-нибудь таки крыўдный, это их проблемки. Вось, я ведаю дакладна, что я ничего дрэннага не раблю. Мои все відео зроблены от такой души, от такого сердца, с такой любовью. І яны ўсе цікавыя. Нават калі я пройду по вуліцы, просто здыму, як там ідзе ремонт, это будзе супер цікава. Калі я сяду і буду бла-бла-бла, вот так, як і зараз, это тоже супер цікава. Усе мае відео цікавыя, але чаму іх не глядзяць, не ведаю. Можа, я думаю, ад таго, што яны на беларускай мове, і таму лішнія новыя гледачы, якія не хочуць, як і украінскую мову, рускамоўныя гэтыя ўсе, они не хочуць глядзець. Як толькі пачуюць, і нават вот оскорбительные поступают, что типа колхозники, там свинтосы какие-то или кто, вось, обзывают, что из-за того, что по-белорусски, как бы кажу, а у меня такая есть тросянка, и есть эти российские проскальзываются, я не ведаю, и так кажу уже, атрымоўваецца крыху такая тросянка. И тогда они лишат, что это ввогуле какие-то колхозники, свинтосы, на какой-то колхозной мове размаўляют. Ну, яны же у нас такие умные, они же не разумеют, что это особные две мовы, белорусская и украинская. И кожная по-своему вельми пригожая и вельми добрые мовы. И гэтым рускамоўным, хотя я сама наполову русская, наполову украинка, и народилась в России, могу сказать, вучите мовы. Вучите, а то вы кажете братские народы. Вы вывучаете мовы братских народов, суседних ваших краинов. Вучите матчасть. Вось. І гэта так клясна ведаць хоць адну яшчэ дадатковую мову, акрамя тых, якія вы называеце замежныя, типа ангельская, французская, немецкая. Беларуская і украінская мова для вас, рускамоўныя, гэта таксама такія ж замежныя мовы. І я вам зычу, каб у вас было жаданне іх таксама вывучаць і вучыцца на іх правільна размаўляць. Я, конечно, раблю памылкі, але ўсё ж таки збольшага я таксама нормально размаўляю на беларускай мове. Хотя абсолютно ни капельки белорусской крови во мне нема. Как говорится, whether someone likes that or not. Как бы это кому нравилось или не нравилось. Але громадянка я Беларуси. У меня громадянство белорусское. Я себе лечу
громадянкой Беларуси и своей родной краины, з якой я как бы происхожу, это Беларусь, по якой вельми сумую. Я вельми люблю Беларусь. И Менск люблю, столицу. И вельми хочу туды вернуться, реально хочу. Не лукаўлю, не так кажу для чырвонага слаўца, а реально хочу жить, доживать и померці на радзіме. Гэта азначае у Беларусі, у Менску. Вялікі дзякуй, што праслухалі маю эту рэфлексію пра маі жа відэа, пра нашу вандроўку ў Таллін. Можа, калі вы і гэтую рэфлексію праслухаеце, у вас яшчэ раз узнікне жаданне праглядзець яшчэ раз альбо ўсе часткі, альбо якую-то асобную, якую вы яшчэ не глядзелі. Можете паўторна паглядзець, гэта цікава. І, дарэчы, мне сын даслаў відэа, як мае унукі, унука і унучочак такой, і унучачка, сядзяць і глядзяць у тэлевізоре на вялікім экране. Я так думаю, что такое знаёмы голас? Я гляжу, я иду там, а они, оказывается, глядят, то есть батьки показывают нашим внукам на мои же вот эти наши виды, частку за часткой, и яны, и говорят, ой, нам так эти вот вежи сподобались, замки, муры, кажуть, ось. А заодно говорит, о, бабушка Марьяна, ой, дедушка Олег, ось, мы живем в разлуке, ось, еще один заяц, якого я убиваю своими видами, это мы хоть неяк потрывливаем сувязь, и имидж создается, наши внуки запоминают бабулю, дедулю, яких они не могут бачить уживую. Ось, мне было вельми приемно. Так что, калі вы будете глядеть, так само буде приємно. Зичу вам приємного прогляду так само. Велике дякую ще раз. З вами була Мар'яна, Суюмі з Богом Мар'яна. І до нових зустріч. Пакуль.